549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. В среду 2 января крымско-татарский активист Реза Асанов сообщил о нападении на него во время съемок трассы Таврида. Однако он известен еще и помощью, которую оказывал захваченным Россией украинским морякам. Что известно о нападении на Резу Асанова, насколько часто случаются атаки на активистов в соседней России, как российские власти препятствуют активистам, помогающим украинским морякам, и почему крымчане продолжают опекать украинских пленных. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Приветствую. Прямой эфир. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8:35 и 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. 8 810 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Повторюсь, 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 3118. Тема дня. Итак, напомню, крымско-татарский активист Реза Асанов сообщил 2 января о нападении на него неизвестных во время съемок на отрезке трассы Таврида. В тот же день он обратился в полицию, а уже 5 января активисты движения «Свободный Крым» на своем собрании в Белогорске приняли решение обратиться в российскую прокуратуру Крыма, чтобы сделать публичным процесс расследования нападения на активиста. В российской же полиции Крыма пока не комментировали заявление Асанова. Сейчас Реза Асанов находится у нас в студии. Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, благодарю вас за то, что зашли к нам и согласились ответить на наши вопросы. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, что именно произошло 2 января? 2 января ранним утром я отвез на автостанцию своего родственника. И все знают, да, что с 1 января 2019 года официально было озвучено, что запускается трасса Таврида. А проезжая мимо нее, я увидел, что автомобили идут, но очень мало их. Я читал очень много в интернете, что не откроют, что откроют. Там, очень много было такой информации выдуманной и неправильной. Я увидел машины, которые шли, но их было очень мало. И оставив родственника на автостанции, я вернулся, и со мной был телефон, со мной была эта тренога моя. Я решил немножко поснимать и разобраться, в чем дело. Потом я разобрался, конечно. Я отснял первую точку, решил подъехать ко второй точке, где было очень в горизонт видно эта трасса, и можно было посчитать машины. Я начал это снимать, и в 9 часов 17 минут, потому что у меня запись остановилась в 9 часов 17 минут, я почувствовал удар по плечу по правому, увидел предмет, похожий на дубинку, и тут же моментально, в доли секунды, удар по голове, и я потерял сознание. Придя в сознание, я оказался своей, головой меня засунули под машину, услышал голоса, один из них сказал, что это последнее предупреждение, второй сказал, что при следующей нашей встрече ты сдохнешь. Придя в себя, у меня правая рука отключена была, она не работала, я попытался позвонить нашим ребятам, активистам, пытался дозвониться до юристов, но возьмем во внимание, что это 2 число, и не все были на работе. Дозвонился до одного из адвокатов, он мне проконсультировал, сказал пошагово, что делать. Я сделал, я поехал сразу в больницу. В больнице сняли побои. Я так без подробностей, потому что это будет долго. Приехал в полицию написал заявление. Насколько я знаю, открыто уголовное дело по этому нападению. Хотя меня предупредили наши же адвокаты, сказали, в связи с тем, что ты не лег в больницу, они даже искать не будут. Он говорит, если бы ты лег в больницу и пролежал бы 21 день, тогда бы считалось, что это средней тяжести, и тогда бы уже они никуда не делись, а согласно закону они должны открыть уголовное дело. После этого многие связывают, что я уехал с Крыма, потому что на меня напали. Да это неправда. Я вчера видел о себе интервью какое-то, где мне сказали, я слушал, что в связи с тем, что на Асанова Резу напали, он уехал. Я не из-за этого уехал.
А мой выезд, он как бы не планировался. Да, к нам пришла информация из проверенных источников, что началась доследственная проверка по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это шпионаж. Долго мы не могли понять, потом пришла новая редакция, я созвонился с уже знаменитыми адвокатами, в том числе и российскими, и они дали мне подтверждение о том, что сейчас любой человек в Крыму, который сделал хоть какую-то фотографию, опубликовал ее на Фейсбуке, и кто-то, допустим, там в Европе или в Америке увидел эту фотографию и, согласно этой фотографии, наложил санкции. Это уже шпионаж. Почему? Потому что в статье в новой редакции сказано, информация, переданная иностранному государству, иностранной организации, либо иностранному гражданину, повлекшая за собой материальные, что ли, там, потери Российской Федерации, считается шпионажем. Это первая причина, почему я уехал, потому что я долго смотрел, стать политзаключенным, сесть на 20 лет, или все-таки бороться дальше и быть полезным в другом месте. Знаете, есть хорошая чешская пословица: «Нету толку родины от мертвого патриота». А сидеть, если кто-то садится как политзаключенный, он должен понимать, либо сидеть надо громко, как Сенцов, как Балух, либо сидеть овощью, да? Тихо, спокойно, чтобы тебя никто не видел, заниматься тем, что я не хочу. Лиза, давайте вот поговорим о возможности бороться за освобождение политзаключенных в Крыму. Вот чуть позже разберемся с нападением. Вот с чем вы связываете произошедшее? Потому что вот можно сделать вывод, что, предположим, вы снимали трассу Таврида, и кому-то это не понравилось. Нет. Я думаю, что русским, наоборот, это было выгодно, что я снимал трассу Таврида, потому что я бы убрал слухи о том, что Тавриду не запустили. А нападение было связано однозначно с нашей поездкой в Москву, потому что у меня уже были разговоры с товарищами из ФСБ по этому поводу. Целый дяденька там, я не знаю, они там себе звездочек до хрена всегда вешают. Туда не генерал, это или там еще кто-то сказал о том, что... Ну, поймите, что сейчас произошло, да? Вот люди, многие не видят. Помимо крымских татар поднялось украинское общество, а их 700 тысяч. Я правильно говорю, понимаю, что вы говорите сейчас о поездке в Москву для помощи украинским морякам? Давайте начнем с ареста. Да. Давайте начнем с ареста моряков. Была объявлена акция. Вы же помните, да, что буквально на второй день Нариман Джелял попросил уже не перечислять деньги, потому что уже набрали сумму необходимую и даже больше. Это люди настолько стали активные. Участие приняли не только крымские татары. Участие приняли и украинцы, и русские, которые живут, и которые не согласны. Ну, не все же дебилы, эти крымнашевцы, да? Есть же и нормальные люди. И потом для РФ, вот представьте ситуацию, суд по морякам в Крыму, ну, любой, да, там через месяц. Если сейчас это собирается десятки, сотни, тогда бы это собирались бы тысячи. И крымские татары составляли не самую большую часть. И вот Крым начал штормить, он будоражиться начал. Я получал там сотни звонков, я не знал уже, с кем я разговариваю, куда звонить. И это каждый, и не только я, это каждый активист так получал, да, кто занимался вот этими делами. Каждый получал. А еще плюс добавьте к этому наш демарш, когда я произнес эту, я думаю, неправильную фразу, из-за чего все это началось, когда я сказал, что если наших ребят забрали из Крыма, Крым приедет туда, где они будут. То есть мы приехали в Москву. И вот это вот показало, вы же читаете российскую прессу, где была там какая-то газета была, я там читал, что прошло 5 лет, что делают власти Крыма. В течение 5 лет крымское общество не интегрировалось в российское общество, что если они арестованных украинских моряков считают нашими, ну, тогда интеграция не произошла. Реза, вы говорите, что действительно буквально в первый день удалось собрать огромную сумму денег. Да. Я так понимаю, что помощь до сих пор продолжает собираться для моряков. Я знаю, что Нариман выступал по Фейсбуку и просил больше не перечислять денег. Я предполагаю, что все остатки, которые вот остались, финансовые, в том числе и здесь, в Киеве, где Осман Патшаев собирал, и Нариман, они перегнали это все, перечислили Виктории Ивлевой, потому что они сегодня занимаются с нашими ребятами.
Но вы знаете, удалось ли собранные вещи, продукты и другие необходимую помощь передать морякам вот в Конечно, Москве? в этот же день. Мы получили информацию, вот мы утром сдали, и где-то после обеда мы получили достоверную информацию, что все уже у ребят, и первый заход Коли Полозова, адвоката, когда он только зашел, он тут же звонился, сказал, все получили, они ходят в тех вещах, которые вы прислали. У нас был даже конфликт небольшой с какими-то там украинскими военными, да, здесь, когда тебе говорили, пожалуйста, не давайте им там вещи. И мы тогда объяснили, я говорю, ребята, мы хотим, чтобы они на суды выходили в военной форме, с украинскими шевронами. Если они свою форму будут в камере использовать как пижаму, через месяц она придет в негодность. Поэтому мы купили. Там я извинился перед людьми, которых я впервые сделал воззвание, дайте хорошие, бэушные, может, хорошие вещи. Потом мы быстро посидели, подумали, что лучше передавать новые. Они заслужили новых. И мы купили тогда абсолютно все новое. И удалось все передать. И питание к ним попало в 12-12:30 утра, в этот день, когда мы передавали. А к вечеру уже почта, а почта же там за углом. А вечером уже зашла почта, и уже одежду они имели. Буквально на следующий день уже зашли адвокаты, и они сказали, что у ребят все есть. А скажите, вы продолжаете сейчас собирать помощь? В Крыму нет. В Крыму уже нет? В Крыму нет, потому что есть у нас активисты, которые в Москве этим и занимаются. То есть сейчас это очень плотно занимается Саша Крыленко, Виктория Ивлева, они занимаются ими. Реза, вот тут есть такой вопрос от наших слушателей о том, что хотели от вас товарищи из ФСБ. Вот, собственно, давайте вернемся к реакции правоохранителей на помощь. Вот вы говорили о разговоре об этом. Какое-то еще давление вы до этого замечали? Давление всегда оказывается. Поймите, что если к вам пришли, вот как мне по башке настучали, это не значит, что это давление вот оказалось вот сейчас, и оно всегда такое. Нет. Гораздо эффективнее убивать морально. По этому нападению, поверьте, у меня вопросов больше, чем ответов. Если по мне начали 276-ю статью, и меня посадили бы по ней, зачем на меня нападать и делать так, чтобы я уходил, да? А могли быть это разные ведомства, условно? Запросто. Мне так и сказал один из адвокатов и специалистов с Москвы, когда он мне звонил, он говорит, Реза, ты не поймешь, была команда ФАС на тебя. То есть не команда ФАС, просто сказали, разберитесь с ним. Каждое ведомство поняла по-своему, как разобраться. Одни решили тебе там дать подзатылку, да, напугать. Вторые решили тебя посадить в тюрьму. Там же, говорит, они друг с другом не дружат, разные отделы, они как бы друг с другом конкурируют, и потом показывают своему руководству, что именно они это сделали. Может быть и такое, я же не знаю. Реза, а вот также спрашивают слушатели, а пытались ли подкупить вас российские спецслужбы? Был у меня такой разговор, это было 1 августа 2017 года, приехал там такой-то дядька, я сначала подумал, что это гости. А зашли домой, у моей жены очень хорошая чуйка на ФСБшников, она их быстро предает, даже если женщина заходит в дом. Слава богу, дом у меня всегда полон гостей. Зашел дяденька, я думал, гости там к сестре или кому-то, потом оказалось, что ко мне, но уже в доме, да, уже их не выгонишь. Единственное, что попросил их выйти. И тогда, конечно, предлагали и должность главы администрации, говорит, ты же хочешь беспокоиться за свой народ, ты же любишь свой народ, и вот возьми эту должность и работай. Единственное, что спросил, я говорю, вы христианин? Он говорит, да, я православный. Я говорю, вы ходите в церковь? Он говорит, иногда бывает. Я говорю, у вас там один дядька за 30 серебряников 2000 лет назад друга продал. Я говорю, вы в курсе, что он до вечера не дожил? И 2000 лет его имя проклинает. Вы хотите рядышком меня поставить? Мы отказали, то есть я отказался от этого, потом начали предлагать того, что ты там откроешь организацию общественную какую-нибудь, мы тебе туда загоним денежки, сиди себе тихо, делай вид, что все будет хорошо, и живи себе спокойно, и не рыпайся никуда. Сейчас это пафосно будет звучать, я тогда сказал, что, извините, я народом не торгую. И самое удивительное, знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, ты второй, кто так нам ответил. А кто был первый? Да, вот видите, это история, когда моментально спрашиваешь, а кто был первый. Тогда он мне ответил, что мы вот только приехали с Москвы, мы были в тюрьме, как она там, в Лефортово, и встречались с Виляевым, с Рисулем.
И он тоже отказался вот от таких вот услуг, да, там. Ну, с одной стороны, приятно, что не я один. Да, все ребята такие. Там, когда на мне заостряют внимание, мне кажется, это несправедливо. Ну, каждый такой. Вот у нас каждый такой. Вот кого вы увидите, кто приходит на суды, да, это очень достойные люди. Иногда я очень психую, когда мне там какую-то гадость кто-то пишет. Я всегда отвечаю, я готов выслушать критику, и пусть меня ругает тот, кого я вижу на судах. Рязан, ну вы понимаете, что одно дело говорить, что все такие, другое дело понимать, что личный опыт, он переживается. И нашими слушателями в том числе намного острее и интереснее. Кстати, вот коллеги говорят, что у нас есть звонок от слушателя, он хочет задать вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Александр Голубев, это Александр из Москвы, и все, кто слушает на 549 килогерц. У меня два вопроса к уважаемому человеку. Первый вопрос о нем самом. Вот скажите, какие ваши действия дальше? Я так понимаю, вы сейчас в Украине находитесь, но все равно, вот как вы будете против наших негодяев дальше действовать? А второй, конечно, по поводу военных. Вот вы когда передавали, или ваши ребята передавали им вести и все остальное, в каком состоянии они были, как они себя чувствуют, какое у них настроение, потому что я за этим делом отсюда из Москвы стараюсь следить по всяким средствам массовой информации, которые у нас остались. Вот как они себя чувствуют. Ну а вам, как всегда, удачи и, конечно, с праздниками по-любому у всех ребят. Спасибо. Давайте про моряков первый, начнем, да? Нет, первый вопрос, мой выезд, он не был... Я не выехал, потому что на меня напали. Мой выезд мы согласовывали с нашими политзаключенными. Мы согласовывали все действия. Я не приехал в Украину. Я не буду жить в Украине. Есть очень много вещей, когда мы видим, что Европейский Союз делает, что делают евродепутаты. Я с 1992 года по 2017 год жил в Европе. Я только 2 года в Крыму. И сейчас я просто возвращаюсь туда, и я буду бороться дальше. Что касается, вот вы позвонили с Москвы, я приношу вам извинения. Я приношу извинения всем русским. До недавнего времени я считал, что Россия — это вот Скобеева, это Соловьев, вот это те люди, которых я видел в Крыму. Я удивился, когда я приехал в Москву, я удивился, что вокруг меня москвичи и очень глубоко порядочные люди. Для меня был шок, когда ко мне подошла женщина, потрогала меня за руку и сказала: простите нас, мы достойны вашей ненависти. Я сначала не понял, что происходит, потом мы на почте подошли 2 женщины. Мы же никому не говорили, что вот мы приехали для моряков, мы там им привезли. Но от того, что вот очень много всего было, все понимали, зачем мы пришли на почту. Тем более это почта Лефортово. И москвичи, люди, которые там были, они начали нам помогать. Нам освободили все. То есть мы сделали это все без очереди. Нам все это освобождали, мы все это делали. И тогда я понял, что Россия — это не Путин. И вот это, наверное, самое главное. А что мы выяснили по морякам на сегодняшний день? Хорошая новость в том, что ребята не подвергались пыткам, как обычно у нас бывают политзаключенные. Сейчас идет процесс. Команда Путина пытается из них сделать гражданских заключенных. Почему? Потому что статья применена как для гражданских. Весь мир их признает военнопленными, и тут уже срабатывает конвенция 1946 года, да, к ним не могут быть применены. Ну вот смотрите, мы пытались ребятам передать тельняшки новые, и у нас их не приняли, потому что сказали, что это форма. Тогда мы нашли закон и сказали, это военнопленные, это военные, то есть как бы мы передаем им часть формы новой. Ну, там, скривив лицо, эти тетеньки, которые сидят за этим стеклом приемочным, они отказались наотрез принимать, сказали, это форма, а они гражданские. Ну вот, но я хочу вам сказать, решения этих ребят не будет. Вот по нашему опыту, все от ареста до начала суда еще ни разу не было, чтобы прошло менее года. Вот, ну вот возьмите любое уголовное дело, политически мотивированное, всегда так. А для господина Путина вот эти все аресты, и в том числе мой бы арест был, я, если хотите, расскажу, чем бы он закончился, да, и сколько бы
людей я бы подставил. Это товар. То есть мир от него отвернулся, от команды Путина. Никто не хочет с ним дружить. И ему нужны, то есть он как действует как бандиты, да, как ОПГ. То есть он сейчас, у него есть заложники, это на сегодняшний день у нас уже это почти 107 человек, с которыми он торгуется. Он выторговывает себе условия. Ну, вы же помните ситуацию с Сенцовым, когда уже вмешался и президент США, и мы надеялись, что там не Путина, а как ее там женщина, похожая фамилия на Путина, Утина, что даже предложили обмен этой Утиной на Сенцова. Бутина, да. Если вы... Да. Ну, там это женщина. То есть даже был предложен обмен, но не согласился Путин. Ну, для него любой наш политзаключенный — это товар. Вот он и будет себе выторговывать какие-то вот Реза, ну вот я хотел бы поговорить о другом. Вот когда вы говорите о такой тактике, я так понимаю, что речь идет не только о захвате заложников, но вот и, как в вашем случае, фактическом прямом запугивании, избиении. И вот сейчас у нас на связи российский общественный активист Марк Гальперин. Марк, здравствуйте. Да, добрый день. Вот мы беседуем с крымским активистом Резой Асановым. Он пару буквально дней назад стал жертвой нападения, и, по его словам, это явно следствие его политической позиции. Но вот мы хотели спросить, насколько вообще для российской практики типична такая ситуация, когда общественных активистов не преследуют там в судебном порядке, а просто избивают, прикрываясь, возможно, каким-то хулиганством, уголовными, условно говоря, под видом там, уголовного преступления. Да, это сплошь и рядом. Есть обычные, что называется, политические заключенные, которым предъявляется статья 280, 282, все вы о них знаете. А есть политические заключенные, или, так скажем, политические деятели, которым предъявляются так называемые уголовные, обычные статьи, подбрасываются наркотики и прочее. И некоторым, ну вот мой друг был избит, например, в городе Реутове, он просто боролся за свои гражданские права, он организовал ТСЖ и снизил квартплату для жителей. Соответственно, доходы у наших мафиозных структур уменьшились. В общем, любой человек, который вызывает неприязнь у власти, подвергается либо уголовному преследованию, либо вот физическому избиению, что происходит в Крыму. Я не знаю, возбудили уголовное дело или нет, но физическое давление есть в России, подтверждаю. Марк, а как обычно это осуществляется? Это делают напрямую правоохранители или используются какие-то квази, там, я бы сказал, связанные не напрямую с государством структуры, там, спортивные клубы какие-нибудь, где просто там, условно говоря, не очень умные ребята за не очень большие деньги готовы выполнить не очень чистую работу? Да, ну, естественно, полицейский на глазах у камер, может дубинку ударить только при разгоне, так скажем, массовых мероприятий. Но все к этому привыкли, особо не возмущаются. Но вот такие тихие, так скажем, операции, где-то кого-то прижать без камер, без ничего, действительно используются структуры. Это, такие полууголовные элементы, которым, естественно, за плату или там за запугивание или за смягчение срока даются вот такие задания, и они их выполняют. Так назовем это политические тетушки. Марк, что ж, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы общались с российским общественным активистом Марком Гальпериным. В студии с нами Реза Асанов, крымский активист. Буквально через несколько секунд мы продолжим разговор с ним. Я же просто хочу напомнить нашим слушателям, что радио Крым Реалии работает не только утром, но и вечером. И вечером вы всегда услышите самые важные новости дня. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Итак, мы продолжаем наш разговор с Резой Асановым, крымским активистом. Реза, вот вы уже неоднократно сказали, что причина вашего отъезда из Крыма не само избиение, а ваши дальнейшие планы по работе над освобождением заключенных. В принципе, ваша судьба очень нетипична. Вы переехали в Крым буквально пару лет назад, то есть фактически уже после того, как аннексия случилась, именно для того, чтобы помогать политзаключенным. Я так понимаю, что ваша деятельность вот в Крыму
вы поняли, что она достигла какого-то своего предела, и вы ищете другие варианты. Какие варианты? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я бывший глава всех компаний, которые имеют в своем названии седан. Это Седан Украина, Седан Транс, ВХУ Седан, Седан Бельджиум. Все это компании, где я был либо 100% учредителем, либо 90%. В 2014 году мы с женой сели, и у нас стал выбор. Либо дальше зарабатывать деньги и ездить себе на лыжах кататься, либо на каких-то островах, либо все-таки посвятить свою жизнь в борьбе. Мы понимали, что мы даже рассчитывали на худшее. Мы думали, будет депортация, будут этнические чистки. Мы все это как бы и решили, что надо начать бороться. Мы открыли тогда фундацию «Крым», польскую фундацию. В течение 3 дней я должен был избавиться от бизнеса. Это законы Европейского Союза. Я продал за 1 евро своим партнерам свой бизнес, и с тех пор вообще туда близко не подхожу. И тогда мы начали бы работать. До 2017 года мы вывезли 750 детей на отдых. Это были не только дети с Крыма, это были и дети АТО, и дети погибших. 375 студентов, которых фундация оплачивает, сейчас учатся за границей. При этом в 2017 году я приехал в отпуск. Мы с женой приехали в отпуск в Крым и пошли на суд по 26-му. Ну, понятно, да, вот все... То есть у меня практически все друзья сейчас сидят. То есть, ну, практически все. Поэтому эта война, наверное, уже больше личная. И я тогда увидел, мы с женой увидели, что кроме нас, вот с женой, посторонних людей на суде не было. Родственники и вот мы. И это для нас было ненормально, потому что мы-то видели другие картинки. И тогда мы решили остаться и бороться, что бы ни случилось. Но сейчас планы, которые, вот вы меня спросили, какие планы, ну вот смотрите, Соединенные Штаты Америки, да, они очень четко, у них позиция по Крыму, очень четкие отношения с Россией. Отдаете Крым, деоккупация, 1, 2, 3, 4, понятно, тогда мы с вами садимся и говорим. Посмотрите, как ведет себя Европейский Союз, да, ну немножко на проституток похоже. Придумали эти Минские соглашения, в которых вообще не говорится о Крыме. То есть смысл всех этих соглашений это такой: отдайте Донецк, Луганск, и мы тогда вот с вами уже отменим санкции и будем делать вид, что ничего не случилось. Это то, что хочет Путин. Донецк, Луганск и появился из-за Крыма. То есть это изначально было запланировано как откупная монета. Да? Вот представьте, я вас забрал на гоп-стопе 100 рублей, 100 гривен, и теперь стою и вам говорю, я вам сейчас 50 отдам, а 50 мои. И вокруг друзья ваши стоят и говорят, ну согласись, хоть 50 вернешь. Ну вот это аналогичная ситуация. Поэтому любой политик, вот сейчас начинаются выборы, да, я просто слушаю вот этот весь театр, который происходит в Украине. Как только человек, чего не любит Путин, он не любит, когда говорят о Крыме. И как только любой политик украинский не говорит о Крыме, либо у него там нету программы, да, деоккупации Крыма, я понимаю, откуда он. Я понимаю, куда он идет. Я понимаю, что поздно или рано этот человек, придя к власти, вот чтобы этого не было, я уезжаю. И вот у нас буквально минута. Что можно сделать в Европе в такой ситуации? Ну, у нас достаточно большой опыт, начиная с 2015 года. А как работают евродепутаты? Им плевать на то, что приехал там Иризас, начал говорить, там еще кто-то приехал, там президент Украины приехал, что-то говорит, они не очень... Но когда их граждане начнут задавать вопросы, вот тогда депутат, хоть он взятку взял, хоть не взял взятку, да, он должен выполнять требования своих депутатов, да, то есть своих избирателей. Вот я сейчас еду, то есть это команда, это вот, ну, все вокруг, я как бы часть этого винтика, который едет туда, который начнет работать вот в низах. Ну, то есть это просветительская, по большому счету, да, работа? Нет, это, наверное, все-таки такая борьба политическая, ну, и в том числе объяснение. Ну, вот, допустим, я подошел к голландскому депутату, не Европарламента, просто голландскому депутату, и я начал говорить ему, я ему говорю о политзаключенных, о том, о пытках в тюрьмах, еще, он на меня смотрит, как сквозь стекло, я говорю, что случилось? Он говорит, а ты знаешь, есть политзаключенные Конго. То есть он мне дал понять, мне все равно. Лиза, я просто вынужден вас прерывать, потому что время нашего эфира подходит к концу. Напомню, мы беседовали с крымским активистом Резой Асановым. В студии с вами Александр Голубов, радио Крым Реалии. Благодарю за внимание. Услышимся.